На юге республики бьют в набат дачники и любители природы. Черемуха этим летом странно преобразилась. Деревья, которые казались здоровыми в прошлые годы, вдруг покрылись белой паутиной и перестали цвести. Оказалась причина такой напасти проснувшийся вредитель — черемуховая моль. Можно ли спасти любимое дерево на своем участке? И каких еще ждать сюрпризов этим летом, расскажет Евгений Стокас. Жители республики летом не привыкли расслабляться. С первыми лучами солнышка просыпаются клещи, комары и прочие рожденные летать и ползать гады, а сквозь землю пробиваются свежие ростки жгучего борщевика. Конечно, не 10 казней египетских, но тоже неприятно. В этом году у нас новая, прожорливая и пятнистая напасть – горностаевая черемуховая моль. Мы находимся в Выльгарте Сыктывдинского района. Вот за моей спиной как раз плод непосильных трудов черемуховой моли. Все дерево снизу доверху покрыто белой паутиной и изъедено вредителем. Ни одного зеленого листочка не осталось. Но несмотря на ее сегодняшнее состояние, еще совсем не факт, что эта черемуха не переживет лето. Случаи, когда дерево полностью высыхает после такого пира на коре, бывают, но чаще, когда бабочки моли улетают, черемуха выживает и восстанавливается за пару недель. Выглядит такое соседство, прямо скажем, жутковато, и жители села Выльгарт считают, что с этим срочно нужно что-то делать. Вот, посмотрите, что это такое. Как в Австралии. А администрация, естественно, ничего не делает. Администрация с этим не борется. Но можно ли что-то предпринять? В Россельхозцентре Коми нам сказали, что уже нет. Готовиться надо было раньше, пока не появились личинки и куколки. Вредитель этот коварный появляется раз в 3 года, а то и в 5 лет. Предсказать, проснется ли моль в этом году, почти невозможно. Но если весна была теплой и ранней, а так в этом году и было, то шанс того, что ваше любимое деревце станет похожим на паучье гнездо, вырастает. За здоровьем общих деревьев следить должны муниципальные власти, но на дачном участке все зависит от хозяина. Хорошая новость в том, что кроме черемухи эта моль ничему не угрожает. Необходимо ведь систему мероприятия выстраивать так, чтобы с осенью уже начинать потихонечку все листья опавшие убирать, поврежденные ветки обрезать. То есть нужно сделать обработку осенью, от тех вредителей, которые уходят в зимнюю спячку. Либо весной, допустим, если осенью не успеваете, то весной это нужно обязательно сделать. Потом в дальнейшем будет меньше проблем. Так что же делать сейчас, когда любимое и некогда благоухающее дерево превратилось в мумию? Поврежденные участки нужно срезать и сжечь, а если дерево захвачено целиком, дождаться, когда моль сделает свое дело и улетит. Если черемуха выживет, ее нужно обработать стимуляторами роста и впредь опрыскивать биологическими и химическими препаратами осенью или весной. А прямо сейчас нужно подготовиться к следующей напасти – обработать ягодные кусты от мучнистой росы и растения от тли. Как и в случае с черемуховой молью, потом будет поздно. Евгений Стокас, Павел Юлянмин, Юрган.